Приветик, ребята! Сегодня у нас будет очередное видео, наконец-то. У нас, как вы видите, у нас немножко перестановочка, потому что мои родители приезжали, мне пришлось в студию убрать, сделать кровать, так что из-за этого я немножко ниже, потому что я на кровати сижу сейчас. Да, пока что будем веселиться так, пока я сделаю студию обратно, как есть, или может вообще поменяю. Посмотрим. Как вы думаете, мне нужно поменять мою студию или нет? Если что, пишите, пожалуйста, идеи, чтобы я продумала, что мне сделать сзади. Сегодня у нас будет ревью-отзыв на палеточку Jaclyn Hill и Morphe коллаборацию. Называется палетка Jaclyn Hill. Это очень популярная палеточка, о которой все абсолютно говорят, болтают, критикуют. Кто-то говорит, что это плохая палетка, кто-то говорит, очень хорошая. В общем, я хотела сделать свой собственный отзыв и сказать вам, стоит ли покупать эту палеточку или нет, или вообще какая она, и показать, как она вообще смотрится на моих глазах. В принципе, она уже. Так что вы сейчас посмотрите, как я его наносила. Немножечко об этой палеточке. Эта палеточка, как я сказала уже, коллаборация от бьюти-блогерши Jaclyn Hill и компании бренд Morphe. Morphe очень как бы знатная, знаменитая чем? Своими кистями, кисточками. Я сама пользуюсь ими кисточками. Очень бюджетного, можно сказать, плана. Как говорится, дешевые, но очень хорошего качества кисточки. У них очень классные тени. Тени есть большие все, о которых мечтают. Просто тени, мне кажется, дешевые, но очень хорошего качества. Вот. В этой палеточке 35 теней. Среди них есть шиммерные, есть матовые. Я попробовала несколько сватчев на пальцы на руках. Смотрится просто нереально. Сватчес пошли конкретно пигментные. Кто-то говорил, что кисточками не очень, а пальцем нормально. Нет, кисточками тоже очень даже классно, смотря, если ты умеешь пользоваться кисточкой. Я не знаю, откуда у них такая критика пошла, то что пальцами нормально, а когда наносишь кисточками, вообще не пигментная. Хотелось этой девочке сказать: девушка, вы умеете краситься? Не знаю, лично мне и пальцем, и кисточкой очень хорошо наносилась, и офигенно было. Так что, в общем, конечный отзыв будет в конце. Давайте приступим к туториалу, и вы сами будете свидетелем, посмотрите и убедитесь, как смотрится на глазах и вообще как растушевывается. Кстати говоря, перед тем, как приступим, хочу напомнить, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, поставить лайк. Давайте приступим. В общем, сегодняшняя моя идея для этого макияжа вообще из Пинтереста. Например, я вот такую фотографию нашла. И здесь как раз цвет, можно сказать, синий такой оранжевый цвета. Я хочу примерно такой сделать мои глаза. Примерно синие цвета использовать и немножко оранжевого теплого оттенка. Но в основном будет синий, короче, акцент. Так что попробуем из этого что-то сделать, как на моих глазах. Так что вот. Первую я уже нанесла праймер, точнее консилер на глазах. Еще раз немножко пудрой. Итак, в первую очередь буду наносить этот цвет, называется Silk Green. Итак, наношу этот цвет на складку века. Дальше идет цвет Creamsicle, это вот этот. Наношу этот цвет на складку века, точно так же, как первой тени. Очень пигментно, мне оказывается, я, привыкла очень много брать с тенями и сразу наносить, а здесь много и не надо. Наношу те же тени под глазами. Дальше затемняем этот цвет, получается, возвращаемся к фотографии. Дальше хочу нанести цвет Hans. Этот цвет будем акцентировать именно на внешнем углу и по складку века. Приподнимаю брови, чтобы видеть именно разрез глаз и наносить именно там. И обратно беру цвет Creamsicle и наношу по подвижному веку. Теперь я беру цвет Jax. Маленькой кисточкой наношу под глазами. Перед тем, как приступать к следующему шагу, я хочу быстренько нанести под глазами карандаш. Это у меня Marc Jacobs. Это гелевая подводка. Так что она очень классно, как нанесешь, у тебя есть 12 секунд, потом уже она высохнет и все, потом станет супер водостойкой. Я еще нанесу немножко под ресницами. На всякий пожар. Я беру дальше цвет Roxanne. Будем затемнять на внешнем углу. Так, дальше я буду наносить цвет Chep, тоже на внешнем углу и растушевываю его внутрь. Наношу его вбивающим движением, потом растушевываю его внутрь. Дальше черными тенями наношу на внешний угол, чуть-чуть затемнить внешний угол.
Дальше я наношу цвет Queen, это вот этот желтый цвет, очень красивый, если даже я нанесу пальцем, очень пигментная. Я нанесу это в центр моих глаз. Так, примерно так. Теперь остается синий цвет. Синий цвет будем наносить под глазами с акцентом, именно затемняющим эффектом, именно синими цветами под глазами. Итак, синий цвет. Синий цвет у нее единственное, это вот этот, и называется Twerk. Короче, наношу вот это под глазами. Кисточка у меня такая прямая. Так, дальше идет тушь. Для туши я использую Dior Show Waterproof. И это синий цвет. Я его в последнее время обожаю. Так что нанесу его, получается, на мои ресницы. Потом уже нанесу свои накладные ресницы. Пока что с своими ресницами выглядит примерно так, но я хочу нанести накладные ресницы, посмотрим, как оно будет смотреться. Но вы можете сейчас написать в комментариях, какой вариант лучше, с ресницами или без. Вот и я теперь с ресницами. Я не знаю, я сама не знаю, какая лучше, и та другая лучше. Мне кажется, ресницы делают меня более такие, не знаю, для вечернего макияжа, а без ресниц, кажется, можно и на каждый день, можно сказать. Ну что ж, ребята, примерно такой макияж у меня получился, макияж глаз, могу сказать. Синие тут, синие тени и, конечно же, теплого оттенка сверху моих глаз. Итак, мой конечный отзыв будет такой. Начнем, наверное, с плюсов. Плюсы — это то, что она такая большая палетка, очень большая, огроменная, и все цвета, там есть все цвета необходимые. Темные цвета, если хочешь, не знаю, затемнить это. Есть очень такие яркие цветные цвета, которые можно использовать даже для Хэллоуин. Они очень пигментные, можно сказать, даже и пальцем, и кисточкой. Я смотрела некоторые отзывы других блогеров, и я не знаю, они так ненавидят Джекил и Хилл, что ли. Они такие, они наносятся пальцем вот так, а кисточкой вот так. Нет, ребята, вы видели уже, как на моих глазах наносилось. Очень пигментная, один свайп, можно сказать, одним разом можно столько цвета набрать, это капец. Очень пигментная, я не знаю, что они там говорили про это. И я лично думаю, что она очень пигментная, и кисточкой, и пальцем тоже, без разницы. Шиммерные цвета, ну очень красивые. Не знаю, если ты визажист, ты знаешь, как им работать. Для $38, я думаю, офигенная. Потому что $38 от сравнения Naked палеточки, тоже стоит $54, и вот эта, которая 38. Ты получаешь столько цветов и необходимых крутых цветов в одной палеточке за 38, либо же ты получаешь сколько там, наверное, 10 маленьких, вот таких очень маленьких теней в Naked, который $54. И если так взять, даже вот когда попробуешь пальцем, Naked палеточка может показаться таким мягким, но на глазах наносится совсем по-другому с кисточкой. А вот это именно с кисточкой офигенная и пальцем тоже. Я просто влюбилась, ребят. Минусы. Минусы это, конечно же, хоть я вначале говорила, когда другие говорили, белый цвет это, типа, плохая идея была, потому что мы будем носить, я такая, нет, я белый цвет люблю. Потом, когда я сама получила, я уже ее испачкала сразу же. Оказывается, не знаю, откуда ты пачкаешь. И я ждала то, что это будет какой-то лаковым, а она, оказывается, вообще не лаковая, она как, не знаю, она, оказывается, как коробка, знаете, как картон. Я думала, лаковый можно хотя бы брать. Походу, они сэкономили деньги. Из-за этого из-за того, что она такая картонная, и такая, можно сказать, как дешево смотрится, что ли. Я уже испачкала ее. Вот это точно, ну, маленький минус, нужно же придраться. А что еще? Второй минус, когда мне отправили, они должны были мне отправить, получается, бумагу с именами, а тут нет имен, я вообще не знала, что сказать. Пока я делала вам туториал, мне приходилось с этого, получается, говорить, какие цвета. Они мне вообще не отправили ни бумаги с информацией, какие тени я использую, даже сзади ничего нету. Так что, хотя бы сзади было бы, у меня была бы, не знаю, какая-то информация, но они мне не отправили. Но можно было бы учесть им то, что, возможно, кто-то забудет там положить бумагу, что я буду делать? А если интернета не было бы? В общем, это маленькие такие минусики, к которым хотелось бы мне придраться, но это не важно. Как говорится, я фотографию нашла, и вот такие маленькие минусики, которые хотела бы мне придраться и сказать, а так, если в общем, не важно,
И даже если будет грязно, она всегда будет грязная. У меня даже Modern Renaissance такая грязная же. Даже она, если замшевая, все равно грязная. Я же буду использовать ее, а не просто упаковку, правильно? Так что самое главное, что продукт очень хороший. Если мне придется искать имена теней, мне придется смотреть в телефон. Ну что поделаешь. А так, в общем, мне очень-очень нравится. Вообще, Jaclyn Hill — это офигенный человек. Я уже давно ее смотрю, не знаю. И по характеру она напоминает меня, то, что я тоже такая эмоциональная, и не знаю, она как будто моя версия, американская моя версия. Из-за этого я когда смотрю, будто бы смотрю на себя, не знаю, очень много общего с ней. Так что я очень-очень за нее рада, что у нее теперь палеточка, и это распродалось за 45 минут, что ли. Ну что ж, ребята, на этом все. Я давно-давно хотела сделать это видео и показать вам, как вообще смотрится эта палеточка на моих глазах, и вообще дать свой собственный отзыв, как от визажиста и просто как от меня. Так что надеюсь, вам понравилось, ребята. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Мы увидимся на следующем видео. Пока-пока.